Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся сейчас в Вильгарде, на полях. И здесь мы стартанули строительство одноэтажного дома из бруса. Посмотрите, какой красивый дом. Давайте покажу планировку и, конечно же, старт работ. Какой красивый дом, да? Посмотрите, есть декоративный элемент с такими большими панорамными окнами. Здесь будет гостиная и угловая терраса. Красота, чтобы кайфовать и любоваться своим садом. Давайте посмотрим планировку. Вот мы видим крылечко, а здесь будет санузел. Здесь тамбур. Давайте все покажу. Посмотрите, крыльцо нас встречает. Мы заходим, оно крытое, атмосферные осадки за шиворот не падают. Спокойно кладем сумки и заходим в дом. Тамбур. Тамбур тоже практичный элемент дома. Спокойно заходим. Здесь идет смешивание теплого с холодным воздухом. Нет резкого температурного перехода. Плюс тамбур нужен, чтобы теплый воздух резко не выходил из дома. Тоже все практично. Попадаем в чистую зону. У нас здесь кухня-гостиная, как сердце дома. Да, сердце семейного дома. Здесь у нас кухня, гардеробная и котельная. Котельная рядом с тамбуром. То есть, грязная зона и грязная зона, так как, в тамбуре всякое может и лопаты лежать, и котел будет, и подводка от скважины. То есть, такая техническая часть. Дальше кухня. Здесь мы заварили, приготовили кофе. И с чашечкой ароматного кофе идем отдыхать на свою террасу, любоваться красотами своего сада и природой. Прекрасно. И в доме раз, два, три уютных, шикарных спальни. Посмотрите, какая интересная планировка дома. Класс. Дом у нас на свайно-винтовом фундаменте. 108, хорошие надежные сваи. Дальше идет оголовник, рубероид, как гидроизоляционный слой. Далее мощный брус. Хочу сказать, что все угловые соединения мы еще дополнительно скрепляем усиленными уголками и скобами. Есть вся стыковка данного бруса, вот этого мощного, который обвязывает все сваи, идет четко по центрам свай, нигде не в воздухе. Так часто экономят, чтобы сэкономить материал. Брус дорогой. Все стыковки идут только на сваях. Дальше второй мощный такой же обвязочный брус. Тоже 150 на 200. Два мощных бруса. И почему такие мощные? Они принимают на себя нагрузку и равномерно уже распределяют на сваи. Это очень важно. Кроме того, нам необходимо впилить вот такие мощные высокие балки в 20 сантиметров, чтобы сделать утепление в 20 сантиметров. Следовательно, мне и брус нужен тоже 20-ка. Видите, мы, грубо говоря, несколько зайцев убиваем одновременно. Прекрасно. Шаг между лагами. Сразу под маты. Это примерно 600 миллиметров. 580-600 миллиметров. Чтобы в дальнейшем нашим заказчикам легче было делать утепление. Конечно, можете обратиться к нам, но если захотите сделать сами, для вас мы уже все сделали, чтобы вам уже было это делать легко. Дальше. Обратите внимание на стены в доме. Это брус первого-второго сорта. Шикарный, красивый пиломатериал. Со всех сторон оцениваете, да? Мы его дополнительно строгаем рубанком. Дмитрий, подожди чуть-чуть. Мы его строгаем рубанком, делаем его вот таким гладеньким, декоративно приятным. Есть некая законченность, и нашим клиентам в ближайшие годы уже не потребуется делать внутреннюю отделку, потому что есть куда деньги вкладывать. Можно сделать утепление полов, утепление кровли, настил фанерных полов, устанавливать окна, двери, проводить коммуникации. Есть куда деньги тратить, но в доме можно уже полноценно жить. Это очень большое преимущество, поэтому и вам рекомендую делать острожку в доме, чтобы более безопасно, чтобы занос не насобирали. Конечно, хочется до идеала еще проконопатить после
усадки и взять шлифмашинку с лепестковым кругом и еще раз пробежаться, чтобы убрать остаточные смолы, неровности, и будет вообще идеально. И красьте морилкой или лаком, или лазурью, или просто водоэмульсионной краской, потом под лак. То есть это уже на вкус и цвет. Вот у нас Дмитрий величественно стоит. Все, Дмитрий, давайте. Дмитрий ждал, пока я договорю. Вот мы видим технологическое отверстие под нагель, чтобы скрепить данный брус с предыдущим брусом. И добиваем. То есть это происходит скрепление бруса вот так вот. Видите, да? Полноценно скрепляются два бруса. Во всех угловых соединениях с двух сторон. Видите сюда. И по длине примерно с шагом в 1,5 метра. Дальше мы укладываем джутовый ватин. Вот такой плотный, прошитый. Стежка видна. Межвинцовый утеплитель и уплотнитель. Вся стыковка у нас идет в теплый угол. Шип-паз. Это видно. Сначала чертим, потом пилим. Видно, что все под карандашик. Все очень аккуратно. Видите, как в пазик все аккуратно входит. Шикарно, да? Выглядит как очень четко, аккуратно. И вот след от карандашика виден. И след от карандашика виден. Это принцип нашей работы. Вот это уже качество, это мастерство. И так везде. В каждом узловом элементе. Давайте заценю. Давайте заценю. Посмотрите, как все четко, да? Нагеля с каждой стороны в шахматном порядке, чтобы нагель на нагель не попал. Это очень важно. И зацените угловое соединение. Все так же под карандашик, что здесь четко. Нагеля мы видим, и угловое соединение четкое. Шикарно. Но это уже рука мастера. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Ну и, конечно же, будем рады построить вам дом вашей мечты. До встречи на консультации. Пока-пока.